Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся для обсуждения наиболее важных вопросов Осетии. И сегодня мы будем говорить о роли Василия Ивановича Абаева в истории и для современного осетинского общества. Итак, у нас в гостях Тамерлан Таймуразович Камболов, доктор филологических наук, профессор. Борис Ражденович Хозиев, главный редактор республиканской газеты «Разденат», доцент кафедры журналистики Северо-Осетинского государственного университета, кандидат филологических наук. И Алан Ахсарович Туалагов, заведующий отделом археологии Северо-Осетинского гуманитарного института социальных исследований, доктор исторических наук. Здравствуйте, уважаемые гости. Итак, сегодня в контексте юбилея выдающегося осетина, советского и российского ученого, филолога, языковеда, ирониста, краеведа, этимолога, педагога, профессора Василия Ивановича Абаева мы будем говорить об этой личности, о его вкладе в развитие осетинского народа. Могут ли в настоящее время жители Осетии в полной мере оценить заслуги этого ученого? Нужно ли популяризировать творчество Василия Ивановича Абаева или перед современным осетинским обществом стоят в настоящее время иные задачи? Насколько необходимо продолжать дело, начатое Василием Ивановичем Абаевым? Эти вопросы мы будем обсуждать. И первый вопрос, Тамерлан Таймуразович, я бы хотел задать вам. Можем ли мы оценить вклад Василия Ивановича Абаева в развитие осетинского общества или еще не настало время? Я думаю, что вы очень неординарно, но правильно сформулировали вопрос о вкладе Василия Ивановича Абаева не только в развитие осетиноведения как науки, не только о его вкладе в развитие осетинской национальной культуры, но и как о человеке, который оказал заметное влияние на развитие осетинского общества. То есть Василий Иванович Абаев был фигурой настолько мощной, что его можно оценить вполне как общественного деятеля. Общественного деятеля, который, собственно, ничего специально не предпринимал. Он не был политиком, он не занимался не занимал какую-то общественную должность. Но его мнение о путях развития осетинского общества, осетинского народа было настолько весомым, что оно не могло не оказывать прямого воздействия на то, к каким целям, на какие ориентиры, к каким идеалам двигаться осетинскому народу. Поэтому совершенно однозначно можно говорить о значительном вкладе и о значительном влиянии Василия Ивановича Абаева как личности, как ученого, еще раз повторю, как общественного деятеля на процессы развития осетинского народа в середине, практически на протяжении всего XX века. Должны ли мы оценивать? Безусловно, мы должны по праву и по достоинству оценивать его влияние на культурное развитие, на рост национального самосознания. А кто должен заниматься этой оценкой, Тамерлан Таймуразович? На ваш взгляд, это должны заниматься представители научного сообщества или широкие общественные круги? Как вы считаете? Я думаю, что здесь во-первых, ученого сообщества, конечно, потому что по достоинству оценить научное наследие Василия Ивановича Абаева, конечно, могут только специалисты. Хотя сейчас достаточно много, особенно в молодежной среде, представителей нашей, скажем, молодого поколения, которые очень внимательно, очень скрупулезно, очень, скажем так, тщательно изучают научное наследие Василия Ивановича Абаева. Но в первую очередь оценка эта, конечно, должна принадлежать научному сообществу. И эта оценка, она однажды данная, только подтверждается и подтверждается год от года, десятилетие от десятилетию. И чем больше проходит времени, чем дальше нас отделяет время от периода творчества и научных исследований Василия Ивановича Абаева, тем крупнее, естественно, кажется его фигура, тем значительнее виден его вклад в развитие не только осетиноведения. Мы, надеюсь, сегодня поговорим о том, насколько велико наследие и влияние Василия Ивановича Абаева на общее индоевропейское языкознание, на иранское языкознание в целом, насколько глубоко чтят и ценят его труды его коллеги по финно-угроведению,
по другим направлениям научных исследований. Об этом будем говорить, да, Тамерлан Таймуразович. Наверное, отдельный вопрос этому посвятим, безусловно. Борис Рожденович, я бы вас хотел спросить, а пока я попрошу наших режиссеров, чтобы они подготовили нам эскиз проекта памятника, который победил в конкурсе. Они нам его сейчас подготовят, покажут. А пока я у вас, Борис Рожденович, спрошу. Вот что должен народ, на ваш взгляд, и в частности молодежь, знать о творчестве и биографии Василия Ивановича Абаева? Может быть, какие-то основные вехи, которые необходимо знать? Василий Иванович уникальная личность. Не только в науке, но просто в обыденной жизни. Человек прожил 100 лет и 100 лет занимался научной деятельностью. Другого такого примера не только в России, но и во всем мире вряд ли сыщется. Я помню, когда ему исполнилось 97 лет, московские стены пришли к нему, и у него брал интервью наш знаменитый режиссер, актер, культуролог Царьев Валерий. И меня поразили его ответы на его вопросы. В 97 лет такая трезвость мыслей, свежесть выводов, законченность его речи, все это вместе взятое говорило о том, что перед нами не только почти 100-летний человек, но и великая личность. В чем кроется значимость Абаева? Прежде всего в том, что он получил классическое образование в 2 учебных заведениях. Общеизвестно, что Тбилиси был центром не только Грузии, но и всего Кавказа. И там было 2 гимназии. Один из них – это классическая гимназия, первая. И во Владикавказе была хорошая гимназия. И особенно знаменитым на Северном Кавказе была гимназия, которая была в Ставропольском крае, в городе Ставрополе. Ставропольская классическая гимназия, в котором учился и Коста Хитагуров. И вот, закончив образование, классическое образование в классической гимназии, затем он закончил классический университет Санкт-Петербургский. И надо сказать, что в то время Санкт-Петербургский университет в начале 20-х годов, он был столичным вузом, то есть главным вузом страны. И здесь Васу Абаеву повезло в том, что он встретил выдающихся людей, и они ему помогли стать тем, кем он стал. И мне кажется, что заложив классическую базу знаний, он уже смело мог смотреть вперед. И в жизни ему встретились много ученых, но в том числе, вернее, среди них надо выделить академика Мара. Мар на его психологию, на его становление произвел очень сильное воздействие. Об этом он неоднократно говорил. И первое, что мы можем сказать, что он ценен для всего нашего народа тем, что является ярчайшим примером, чего достигает человек, который получил классическое образование. Это первое. Второе. Человек, находясь долгое время вне Осетии, вот представляете, он в 10-летнем возрасте уехал из родины, из селения Коб в Трусовском ущелье. С тех пор постоянно он никогда не жил в Осетии. Правда, краткий период находился во Владикавказе, когда готовили нардский эпос, но все остальное время, то есть из 100 лет 90 находился он где? То в Питере, то в Москве, то в других местах. Но за это время он не потерял связь. Он повлиял на все развитие не только астинского, но и всего иранского языкознания. Таким образом, второй постулат, которому мы должны учиться, чтобы человек находил себя в жизни. Что касается его научных заслуг, то необходимо сказать, что еще будучи студентом, в 25-м году, не 25-м, а до войны, он уже начал печатать свои статьи. И прочитав, ознакомившись с ними, приходишь к выводу, что они отличаются очень
большой насыщенностью. То, как он владел русским литературным языком, этому тоже надо учиться. То есть отношение к науке. Он настолько был поглощен научной деятельностью, что когда его спросили, почему ты не написал ни кандидатскую, ни докторскую диссертацию, он отвечал, говорит, не было времени. Я, говорит, всю жизнь занимался наукой, и не было времени, чтобы отвлекаться, писать диссертации, значит, печатать какие-то там книги и так далее, и так далее. То есть третий... А что побуждало его вот заниматься этим творчеством, на ваш взгляд, вот наукой? Я думаю, что это любовь здесь к родине, патриотизм, все чувство вместе патриотизма. взято, и плюс ему природа, вернее, природа одарила природным умом, и судьба наградила его тоже очень многими качествами, которые послужили тому, что он мог отстаивать свое мнение везде. Сейчас уже раскрываются некоторые архивы, литературная, вернее, независимая газета уже написала несколько работ, и, естественно, там видно, что его чуть не убили в 30-е годы, и на его личном деле Сталин написал «этого не трогать». А он это сделал потому, что когда Сталин писал статью «Марксизм и языкознание», ему по его просьбе ученые института, тогда он назывался Ефетический институт, ныне называется Институт языкознания, принесли где-то 10 работ, главных на их взгляд, и среди них оказались работы Абаева. И вот когда Сталин ознакомился, говорят, после этого он написал «этого не трогать». Значит, независимая газета напечатала эти материалы, они известны сейчас, их используют, я их передал Битаровой Зое, который готовит 3 книги об Абаеве, то есть не его книги, а о нем. И вот они там выйдут, и широкая общественность с ними ознакомится. И еще преданность своему делу, преданность. У него отбирали, когда Хрущев заставляли его выступить против Сталина, он этого не сделал. Когда во времена Брежнева ему опять предлагали выступить с осуждением Хрущева, он опять отказался. И звание, которое у него отняли в 1962 году, вернули только в 1968 году. То есть он фактически получал копейки. Если бы Абаев, как говорят нынешние либералы, был позговорчивее, он бы давно был академиком. Потому что то почитание, которое проявляли к нему и Виноградов, и Трубачев, и многие другие, называя его своим учителем, говорит о том, что он это действительно заслужил. То есть был достаточно принципиальным человеком. Да, вот я принес специально, хочу передать вам, чтобы вы ознакомились. Лихачев перед смертью, Спасибо. Лихачев, признали его своим учителем. В 1996 году он напечатал перед смертью статью в независимой газете, и потом независимая газета обратилась к Васу Абаеву, чтобы он сказал несколько слов о нем. Когда... Борис Родионович, извините, пару слов о Лихачеве тоже скажите, может быть, не все знают об этом. Да. Дмитрий Сергеевич Лихачев, он широко известен, это опора русской академической мысли, особенно гуманитарного направления. И когда его освободили, он в Соловках сидел, и когда его освободили, никто его близко хотел не пускать. В это время по настоянию Мара, Абаев работал ученым секретарем Института языкознания. Тогда он назывался Ефетический институт. И его, можно сказать, Василий Иванович пригласил. И напечатали его первые научные работы, причем с карандашом прошелся по нему от начала до конца. Более того, став очень знаменитым авторитетом в академической науке, в 1982 году Абаев ему устроил форменный разгром его статьи об Игоре. Об Игоре статья была напечатана в научном сборнике Югостинского института. Тогда это был академический институт. Это быстро донесли Лихачеву, но Лихачев обиделся, но не ответил. Я думал, это он сделал потому, что считал его своим учителем и был благодарен ему. И когда перед смертью он все-таки нашел в себе мужество и признал это, что считает своим учителем Абаева, я думаю, что
в этом был целый поступок, который заслуживает тоже уважения. Безусловно. Я с помощью академика Михаила Алексеева, друга Нафи Джусойте, пришел и хотел брать у него интервью. Я ему написал вопросы, Лихачев ответил, и он мне сказал: я его подпишу, вы тоже подпишете, а потом, чтобы ни одну букву не трогали. Договорились. Я ждал уже чистый вариант с его подписью, и вдруг выходит эта статья. И так я и не получил это интервью. Но таких примеров в его жизни у Василия Ивановича было очень много. Но я бы, вот возвращаясь к нашему вопросу первоначальному, хочу отметить, что человек до конца жизни остался верен своим идеям. И мне кажется, что в конце жизни он вспомнил тех, кто были рядом с ним, кто ему помогали, кому он помогал. И в «Московской газете». Борис Ильич, а можно мы этот вопрос отложим? У нас как раз отдельный вопрос будет. Да, те люди, которые помогали в становлении, содействовали становлению Василия Ивановича как ученого, как, может быть, общественного деятеля. Алан Ахсарович, я бы вас хотел спросить, что повлияло, на ваш взгляд, на формирование Василия Ивановича Абаева как человека, ученого? Новая система с широкими возможностями развития образования и науки в 30-е годы все-таки, как мне кажется, был бум образования и науки, да, по сравнению с тем, что было еще, может быть, в царский период власти. Может быть, любовь к народному творчеству, это нардский эпос, которым он занимался, да, он активно занимался нартоведением. Творчество Куста, да, которое также, может быть, что-то другое. Вот на ваш взгляд. Ну, Борис Рожденович уже здесь привел краткие сведения по биографии. Мы знаем, что Василий Иванович Абаев начинал от Тбилисской гимназии. То есть, на самом деле, все начинается, наверное, с самого человека, с его таланта. Талант этот, несомненно, был, талант этот был, несомненно, огромен. Но любой талант, каким бы он большим ни был, если нет труда, ничего не получится. Василий Иванович действительно был великим и великим тружеником. Кто ему помог на этом пути, кто служил у него учителем, кто был из его коллег, это можно говорить очень и очень долго и очень много. Но, думаю, вы правильно заметили, что одна из основных сил, которые привела его к этой работе, действительно была любовь к родине. Каждый из нас по-своему служит своей родине, опять же, в силу своего таланта и в силу своих способностей. Василий Иванович Абаев, я считаю, что он во многом полностью реализовал эти свои способности и те вопросы, которые он решал. Он был величайшим иронистом. Он сделал большой вклад в индоевропеистику. Но прежде всего для нас, конечно, он важен как представитель остиноведения, который поднял эту научную отрасль на очень и очень высокий уровень. И мы можем гордиться, потому что это действительно ее представляет на мировом уровне. Эти вопросы, которые решались тогда, вы говорите, 30-е годы, да, действительно, это изменение в образовании, и много талантливых людей работало, но еще раз повторяю, ни при какой системе, ни при каких, скажем так, хороших возможностях, если человек не способен, он никогда этого не добьется. Безусловно. Василий Иванович Абаев нам известен прежде всего как лингвист. И хотя уже было доказано, да, лингвистическая сторона происхождения астинского народа, но именно им было сделано огромное дело. И вот тот памятник, я считаю, величайший памятник, это историко-этимологический словарь астинского языка. Это работа на века, и я вам скажу, что, наверное, не только в нашей стране и в мире, а уж тем более в то время, не у такого большого количества народов были подобного рода словари. Это действительно великий труд. Не надо думать, что это только труд лингвиста. Мы знаем, что и он с трудом пробивал себе дорогу просто в публикации, что там даже приходили предложения впервые опубликовать его в Соединенных Штатах, поскольку здесь этот словарь не выпускался, и только после этого этот словарь был запущен. То есть на самом деле это было все очень и очень тяжелая работа, и надо было быть верным своему делу, своей профессии, избранному пути, чтобы идти по нему до конца. Ну и, соответственно, о том, что вы говорили, работа и нартовский эпос, и
осетинский фольклор, да, в принципе, и мировой фольклор, но прежде всего фольклор Нартиада, который во многом является идеологией и культурой. Ну, мы знаем, например, что вопросы этногенеза решаются, да, по 3 направлениям. Кто предки по языку, кто предки по культуре и кто предки биологические. Да? То есть вот эти 2 главных основных вопроса, языковая и культурная, во многом была разработана Василием Ивановичем Абаевым. Вы спрашивали, можно ли давать оценки. Оценки уже даны и будут даваться. Но эти оценки, они как раз... придет время, будут еще какие-то оценки, но, понимаете, это тот фундамент, без которого ничего не будет развиваться. И никакая оценка бы не была возможна, если бы не было Васу Абаева. Это действительно, ну, мы можем гордиться этим. То есть исследования, которыми занимался Василий Иванович, они носили такой фундаментальный характер? Абсолютно. Они носили фундаментальный характер. Он еще показывал пример развития. Помните, да, когда он начинает работать со словарем, он говорит, что ну вот иранский пласт языка там 20%. Потом уже проходит сессия 1966 года, он говорит, что там уже 60%. То есть в ходе работы он сам себя исправляет, работа непосредственно с материалами. И вот мне как-то приходилось работать в архиве с его письмами, ему была прислана работа Бельмайера, в котором он там дает тоже процентовку, и Василий Иванович отвечает Ордерсону, по-моему, говорит, для этого надо просто взять карандаш и бой словарь и просто посчитать. Это может сделать, вот когда говорите оценку, кто может дать. Может дать и общественность. Возьмите словарь Абаева, посмотрите с карандашом. Там вы откроете огромнейший пласт не только языковой, вы откроете огромнейший пласт исторический, общественный. За историей слова могут стоять и определенные общественные отношения, семейные отношения. И то значение слова, которое есть сейчас, исторически, которое было изначально, оно может быть абсолютно разным. Это может удивить любого читателя. Иногда просто историю одного слова, когда смотришь по словарю Абаева, это настоящий детектив. Но это научный, высококлассный, академический, доказательный. Это работа великолепного следователя, который четко дает нам, откуда мы происходим и в языковом плане, и в культурном плане, и во многом в историческом, если вы вспомните ту же сессию 1966 года, когда именно Васу Абаев, как лингвист, выступил против попытки выхолащивания той же аланской истории из осетинской истории, когда алан стали представлять как некую разноплеменную, разноэтничную массу. Да, это работы, он как раз тогда четко, это работы Крупнова и Кузнецова. Он выступил очень резко против них. Он это доказывал, он потом приводил примеры, что нельзя лингвистические теории переводить в исторические, тем более в археологические. Это был Василий Иванович Абаев, да. И во многом он оказался прав. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на эскиз проекта памятника. Это эскиз, автором его является Олег Цихурбаев. Василий Иванович Абаев стоит с тростью. За Василием Ивановичем стоит стелла. Как мне кажется, эта стелла, она обозначает те исследования, которыми он занимался, и те труды, которые вышли, наверное, были опубликованы. Как мне кажется, это именно такое значение имеет. И над стеллой парит орел, который, мое мнение, как мне кажется, отражает именно полет мысли Василия Ивановича Абаева, полет, возможно, полет какой-то души Василия Ивановича Абаева, что побуждало его именно творить, заниматься теми исследованиями, которыми он занимался. Тамерлан Таймуразович, вот на ваш взгляд, насколько вот проект вот этого памятника, который уже победил в конкурсе, насколько он отражает суть Василия Ивановича Абаева, насколько он удачный, на ваш взгляд? Ну, я не берусь судить с художественной точки зрения. Оценку дала уже профессиональное жюри, Наверняка, которое, да. так сказать, определило этот эскиз в качестве вам он победителя. нравится? Мне нравится. Мне нравится. Мне кажется, что в этом есть и образность необходимая, и есть реалистичность, которая так востребована нашим, скажем так, населением. В последнее время мы часто сталкиваемся с тем, что в монументальном искусстве наш зритель все-таки предпочитает традиционный классицизм. И мне кажется, что да, мне нравится. Борис Рожденович, на ваш взгляд, насколько Вот, этот памятник он отражает?
и жизнь, и творчество. Какая высота там будет? Вот я смотрю. Ну вот это я вам, наверное, не могу сказать, Борис Рожденович. Потому точно, что оттуда да. надо отталкиваться. Классический памятник должен со всех сторон смотреться хорошо. И сзади, и спереди, и слева, и справа. Обратите внимание на классический памятник Костаха Тагурова, работы Тавасиева, выдающегося скульптора. Откуда ни посмотришь, слева, справа, сзади, везде, откуда, отовсюду он смотрится великолепно. Вот я думаю, что Абаев тоже вот так должен смотреться со всех сторон. Ну, как мне кажется, он будет достаточно высокий. Да. Я так думаю, да. Ну, сама идея, вот, Борис Рожденович. Да. Идея очень хорошая. Единственное, меня смущает вот размер его памятника самого. Вот какой высоты он будет. Если около метра, допустим, это одно впечатление. Но классический памятник нельзя делать... То есть он должен быть высоким, на ваш взгляд? Классический памятник – это символ. А символ нельзя делать меньше, чем человеческий рост. То есть, если он будет меньше роста самого Абаева, это уже не памятник, это надгробное изваяние. И поэтому вот здесь, видимо, все остальное мне нравится, но вот сам памятник хотел бы знать в натуральную величину, какой будет размер. И раз мы заговорили о памятнике, насколько я знаю, он будет высокий. Я бы предложил даже место, где его можно поставить. Вот где улица Васу-Абаева уходит в сторону поселка Южный, там природный ландшафт позволяет его поднять над дорогой, сделать к нему лестницу и площадку сделать вокруг памятника. И он будет смотреться не только с улицы, но и с левого берега реки Терек тоже будет хорошо смотреться и станет достопримечательностью города. Если его воткнут куда-нибудь в узкое место, как того же, значит, Сикагадьева или, допустим, Вахтангова или Булгакова, он не будет смотреться. Не будет смотреться, потому что для памятника необходимо иметь пространство. Возьмите лучшие памятники Москвы. Везде есть пространство. И памятник особенно для памятника Маяковскому. Василия Ивановича, да, Абаева? Ну, он был всемирно известным и эпохальной личностью. И вот подход к его памятнику тоже должен быть такой. Сколько бы мы его ни хвалили, если иностранец посмотрит на метрового Абаева, у него сразу разочарование наступит. Вот я видел в Европе, в 15 странах Европы был, какой памятник стоит Шопену в Кракове. Великолепный памятник. И в других местах я видел памятники разных. Вы имеете в виду, наверное, и сам памятник, и место тоже удачное выбирается? Место надо выбрать очень хорошее, и такую возможность дает улица Абаева. Там вот немножко левая сторона улицы приподнятая, да, и там можно выбрать, особенно если архитектор посмотрит, он выберет очень хорошее, удачное место, чтобы его символ надо приподнимать, и тогда он начинает сверкать. И здесь то же самое надо. И так как это будет достояние всего народа, если, допустим, в натуральную величину хочет его сделать маленьким, то такой маленький уже есть в пантеоне. Примерно где-то 8 сантиметров, ну, надгробное, это нормально. А то, что на улице должно быть, он будет побольше. Ну и надо сказать, что в Южной Осетии тоже стоит памятник Василию Ивановичу Абаеву. Нет, там очень хороший стоит, памятник, да. очень хороший памятник. Он, правда, сидит там, но это не меняет сути. Там хороший памятник. И здесь тоже он не должен быть хуже. И ничего не будет с того, что если понадобится, что памятник в какой-то части увеличить, в этом ничего зазорного нету. Потому что его автор тоже не Бог. Это Бог мог только изваять, там, создать человека идеальным, а все остальные смертные и грешные. Поэтому здесь торопливость не нужна. Алан Ахсарович, а на ваш взгляд, насколько памятник этот соответствует масштабу личности Василия Ивановича Абаева? Ну, прежде всего, хочу согласиться, что то, что это именно в классическом стиле, абсолютно приветствую. Я, честно говоря, и не представил бы себе памятник Васу Абаеву в каком-то ином выражении.
Ну, этот вопрос, вы знаете, на самом деле вопрос со многими неизвестными. Где этот памятник будет стоять, как он будет виден. Вот сейчас очень трудно поэтому понять, но это прежде всего, я думаю, оценка все-таки коллег-скульптора, да, коллег по его цеху, которые должны это с художественной стороны смотреть, а дальше как это будет, где этот памятник будет стоять и как далее, это уже на месте, это панорама, и как все это будет видно, это уже я не рискну говорить в эту сторону, да. Ну, на самом деле, ну, не знаю, каким бы ростом памятник не сделали, но величина Абаева всегда будет выше любого памятника ему поставленному. Ну, безусловно, да. это- Нет, ну, к памятнику будут приходить не только те люди, не только профессура, но и обычные обыватели, и просто любители его таланта и так далее, и так далее. И он должен быть всем понятен. В том числе и туристы будут приходить. Да, туристы тоже. И туристы тоже бывают разные. Ну, да, я говорю, ну, это где Одни он будет денежные стоять, как будет мешки, стоять другая это? профессура. Одно дело там профессура приедет, которые занимаются остиноведением. Одно восприятие. Но необходимо понимать, что вот у нас перед глазами есть пример Тавасьева. Это признанный во всем мире скульптор. И как он его сделал, это еще вошло в учебники по скульптуре. Везде его, и не только здесь, и то, что он сделал с Салаватом Юлаевым, памятник Фрунзе, он много сделал выдающихся памятников. И этому молодому есть с кого брать пример. Поэтому вот здесь памятник Остахи Тагурова хотели, значит, представить к Государственной премии СССР. Но какой-то замминистра хотел вписаться, чтобы он тоже был награжден, лауреатом стал Сталинской премии. Но Тавасьев категорически отказался. Говорит, чиновник не будет стоять рядом с моей фамилией. Он премии лишился, но создал шедевр. Безусловно. Тамерлан Тамуразович, я бы вас хотел спросить, мы затронули вот такую тему, ну, пожалуй, я задам другой вопрос даже. Можно ли говорить о том, что кто-то из действующих ученых, а может быть большинство из них, продолжат ту работу, которую начал Василий Иванович Абаев? Я позволю себе тоже высказать свое мнение. Как мне кажется, та система, которая у нас сегодня внедряется достаточно успешно, автором которой являетесь вы, одним из авторов, система полилингвального обучения, да и вообще тот вклад в развитие астинского языка, который вы внесли, это тоже является продолжением дела, которым занимался Василий Иванович Абаев. Он очень переживал о судьбе астинского языка. Вот на ваш взгляд, ученые сегодня, ученое сообщество, они будут продолжать ту работу, которую начал Василий Иванович Абаев? Вот в ближайшей, может быть, среднесрочной перспективе. Ну, во-первых, надо сказать, что Василию Ивановичу надо отдать должное как основоположнику научной школы. Не каждый ученый, не каждый даже великий ученый может быть определен как основоположник научной школы. Причем научная школа, она у него оказалась такой же многопрофильной, как и его научная деятельность. И сегодня мы можем назвать именно тех его учеников, тех его последователей, которые развивали заложенный им фундамент в области и лингвистики, современного языка, в области изучения истории осетинского языка, в сфере дальнейшего углубления исследований нартоведения. Я думаю, что наши коллеги-историки, убежден, что нет такого историка, который бы занимался историей Алании, который бы занимался историей Осетии, который бы не изучил все труды Василия Ивановича Абаева. И научная школа Василия Ивановича Абаева, она выходит за рамки осетиноведения. Известно, что он в течение многих лет руководил научным кружком в Москве, при Институте языкознания, который посещали не только наши коллеги, наши земляки, таких тоже было много, но это научный кружок, который занимался, в рамках которого Василий Иванович Абаев готовил новые поколения
иронистов, то есть иронистический кружок, который он вел многие годы и в рамках которого он воспитывал новые поколения ученых. Ему удалось это сделать, воспитать. Ему удалось это сделать, и сегодня не только в Осетии и не только в области осетиноведения трудятся десятки уже умудренных опытом, уже состоявшихся ученых, которые когда-то были молодыми учениками Василия Ивановича Абаева. Убежден, что до тех пор, пока осетиноведение будет развиваться, оно будет развиваться как наследие Василия Ивановича Абаева. И если сегодня кто-то идет дальше своего учителя, это замечательно. Но это благодаря тому фундаменту, который заложил Васу Абаев, я так понимаю. Как говорю, образ, который приводил его ученик Магомед Измайлович Исаев, повторяя слова Василия Ивановича Абаева, наше счастье в том, что мы стоим на плечах наших предшественников. И это тоже о многом говорит. Василий Иванович Абаев прекрасно отдавал себе отчет в том, что значительная часть тех успехов и тех достижений, которых он достиг, он обязан тем предшественникам, тем великим предшественникам, которые творили до него. И Андрей Михайлович Шогрин, и Всеволод Федорович Миллер, и другие ученые, на основе трудов которых Василий Иванович Абаев и создавал свою школу, и создавал свои теории, и развивал научную мысль. Спасибо. Борис Рожденович, я бы хотел у вас спросить, вот мы отчасти затронули тему тех людей, которые способствовали становлению личности Василия Ивановича Абаева и как ученого, и как человека. Вот вы назвали, в частности, Марра, да? А может быть, еще были другие люди? Наверняка вы хотели бы, как мне кажется, об этом рассказать. Вы знаете, вот что касается Василия Ивановича Абаева, он слишком поздно начал писать мемуары. И, видимо, не успел. У него великолепная научная публицистика. И, к сожалению, он, видимо, не успел закончить эту работу. Когда-то, когда ему исполнилось 80 лет, у него была встреча с писателями, и я как-то задал ему вопрос, тогда, будучи студентом факультета осетинской филологии, я говорю: вы знали многих выдающихся людей, не хотели бы написать о них мемуары или надиктовать и так далее? И он мне сказал, говорит, для этого еще не пришло время. Вот я закончу словарь, потом возьмусь за это. И, к сожалению, мы не знаем, кто преподавал ему русский язык в той же Тбилисской гимназии, кто вел у него иностранные языки. Если бы в гимназии ему не привели любовь к языкам, я думаю, что Петербургский университет был бы уже поздно учить языки. Но, к сожалению, вот мы это не знаем, хотя я думаю, что это можно узнать. Будучи в архиве, надо посмотреть, кто там вел занятия. Там в гимназии это все, четкий был учет. Ну, что касается Петербурга, там более-менее ясно. Но здесь тоже надо сказать, что одно дело, у кого-то он писал курсовую работу, реферат или доклад на научную, но, к сожалению, об этом мы не знаем. О Маре известно больше из-за политических гонений, когда Абаева заставляли отказаться от Мара, он не согласился с этим. Он остался верен своему учителю. Но я думаю, что настоящая книга об Абаеве еще не написана. Потому что вот те же материалы, которые появились в связи с его персональным делом, который рассматривал лично Сталин, вот этим вещам надо дать конкретную оценку. Их надо проанализировать, да, без каких-то субъективных шараханий, просто объективно оценить вот это все. То есть и результатом это должно... Какой был у ученого характер? Характер железный. И здесь необходимо сказать, что касается его учеников, там,
Здесь необходимо заметить, что Василий Иванович Абаев правильно сказал Тамерлан Таймуразович насчет того, что он создал научную школу. Но я бы еще к этому добавил, что он остиноведение поднял из уровня краеведения на научный уровень. Все, кто занимался остиноведением, не знали языков. После того, как Василий Иванович пришел на авансцену остиноведения, он его поднял до научного уровня. Если бы этого научного уровня не было, он бы не смог создать научную школу. С другой стороны, еще никто не знает, сколько он знал языков. Я спрашивал и Магомета Измайловича, и Харума Алихановича, и Виталия Михайловича Гусалова. Никто мне так и не сказал. Они говорили, что мы интересовались, но всегда отшучивался Василий Иванович и не говорили, сколько он знает. Но со мной учился один аспирант из Грузии, и он мне рассказывал, когда он был студентом Тбилисского факультета грузинской филологии, его Василию Ивановичу отмечали 70 лет в Тбилиси, в Академии наук. И вот, будучи филолога, отец пригласил на это заседание и говорит: грузины стоя аплодировали Абаеву, когда он, Витязь в тигровой шкуре, читал на грузинском языке. Он проявил себя. Но я думаю, что он знал десятки языков. Может быть, какой-то язык лучше, какой-то хуже. Но благодаря знанию языков ему удалось привлечь намного больше материалов в свои работы. И этим шагом, вот как Коста создал литературный язык, точно так же Василий Иванович поднял из уровня краеведения, остиноведения до уровня научного уровня остиноведения, и в этом его тоже большая заслуга, помимо других отдельных заслуг. Спасибо, Борис Ажденович. Алан Асарович, мы отчасти затронули такую тему международного признания Василия Ивановича Абаева. Вот на ваш взгляд, с чем связан вот этот феномен? С феноменом Василия Ивановича Абаева это связано. С ним самим это человек, действительно, это человек. Это его признают в разных буквы. странах, и в Великобритании, и в Финляндии, и многие Дело в том, страны. что это тот представитель науки, который работал в этом международном сообществе. Он работал именно на этом уровне, и если вы обратите внимание, те имена, которые мы многие называем, тоже известных иронистов, и Бейли, и Тордерсона, и других, это люди, это его коллеги, с которыми шла непосредственно работа. Вот вы, когда говорите, на кого опирался, у кого учился, как учился, это научная кухня жизни, она заключается во многом и в этом. Есть тот коллектив международный, с которым ты работаешь, он определяет и твой уровень, и твою работу. Он в конце концов и даст тебе оценку, хочешь ты этого или не хочешь. Но здесь вот еще главное, о чем я хотел заметить, что на самом деле, вот даже если вы почитаете воспоминания тех, кто посещал курсы Василия Ивановича Абаева, он учил не только, скажем так, научному исследованию, он учил еще отношению, он учил еще тому, каким должен быть ученый как человек. Это очень важная на самом деле школа. И вот те, кто оказали влияние на Василия Ивановича Абаева, вспоминать, вот, например, в Ленинграде, с кем он очень близко сошелся, это был человек, который для истории нашей Осетии тоже знает что очень много. Это Цоцко Амбалов. И Василий Иванович Абаев очень тяжело переживал трагическую гибель его впоследствии. То есть, если кто знает биографию Цоцко, знает его вклад, он может понимать, какие были учителя. Я думаю, когда будут опубликованы, надеюсь, даже переписка Василия Ивановича Абаева с его коллегами, с такими же иронистами, мировыми величинами, мы тоже там увидим эту кухню становления и что значит Абаев. Это, я еще раз только могу повторить, что это тот человек, кем мы можем абсолютно по достоинству гордиться. Тамерлан Таймуразович, а на ваш взгляд, в чем феномен международного признания? Я думаю, феномен столь высокого международного признания трудов Василия Ивановича Абаева заключается в их качестве, в их уровне. Уверяю вас, мировая наука – это сфера достаточно, как бы сказать, щепетильная, и отношения в этой сфере не всегда бывают такими благостными и радужными.
И если уж не прилагая, вот это я хочу особо подчеркнуть, не прилагая практически никаких усилий, Василию Ивановичу Абаеву удалось получить столь высокий уровень международного признания, то это может быть связано только с одним, с безукоснительным, бесспорным высоким уровнем его научных исследований, которые не могли не признать на международном уровне. И его наделение статусом члена Британского королевского азиатского общества, членом-корреспондентом Финского научного общества, других научных институтов. Это показатель высокой научной пробы, еще раз повторю, его научных трудов. Так получилось, что в 1990 году, когда Осетия праздновала 90-летний юбилей Василия Ивановича Абаева, мне выпала честь принять участие в этих мероприятиях в качестве рядового переводчика. Дело в том, что понадобился переводчик с французского языка для того, чтобы помогать очень высокому, на мой взгляд, гостю, который специально прибыл на это мероприятие. Это президент французской академии Жильбер Лазар. То есть все мы знаем о французской академии наук, академии бессмертных и так далее. Так вот, президент этой академии тогдашний, иронист Жильбер Лазар, прибыл специально на эти юбилейные мероприятия, выступил с докладом, посвященным трудам Василия Ивановича Абаева и конкретной научной проблеме, связанной с осетинским языком. Я вас уверяю, что далеко не каждый ученый, иронист этого мира, мог похвастаться, что он мог привлечь внимание столь высокопоставленного, ну, скажем, чиновника академической науки Франции и вызвать интерес к своим научным трудам настолько глубокий, что это спровоцировало французского коллегу на написание специальной работы, специальной статьи по материалам, по результатам научных исследований Василия Ивановича Абаева. Я думаю, что так. Ну, безусловно, это говорит о большом авторитете и признании, конечно, со стороны ученого сообщества. Вот Василий Иванович Абаев, он очень переживал о судьбе осетинского языка. И вот в одном из последних писем, в 1997 году, насколько я знаю, письмо было направлено представителям, насколько я помню, интеллигенции, юго-осетинской интеллигенции. Он вызывал озабоченность судьбой осетинского языка, говорил о том, что язык – это культура, культура – это собственный народ, то есть, потеряв язык, мы потеряем культуру, потеряв культуру, можно потерять и весь народ. И вот, на ваш взгляд, Тамерлан Таймуразович, как у нас обстоит ситуация в настоящее время? Вы являетесь одним из основоположников системы, новой системы, о которой мы сказали, полилингвального обучения. И будет ли у нас, есть ли у нас позитивное движение в этом направлении? На мой взгляд, оно есть. Но вот в ближайшей перспективе можно ли прогнозировать развитие ситуации, связанной с осетинским языком, с сохранением и развитием осетинского языка? Ну, все мы знаем сакраментальную фразу Василия Ивановича Абаева о том, что смерть языка – это смерть народа. Это действительно так. Просто фраза, эта формула немного носит упрощенный характер. В жизни происходят более сложные процессы. Но в итоге это верная аксиома. И Василий Иванович Абаева, его пугала перспектива того, что столь любимый им осетинский язык в конце концов станет чем-то наподобие латинского языка. То есть он предмет исследований, но не живой язык, не язык народа, не язык жизни. Надо отдавать должное Василию Ивановичу Абаеву, что он был все-таки реалистом. И когда речь шла о путях решения этой проблемы, о формах сохранения осетинского языка, он всегда исходил из тех возможностей, которые он видел в окружающем мире. И когда он говорил о том, что когда в 80-е годы
Известна ситуация тогда общественно-политическая в стране, курс, нацеленный на строительство коммунистического общества, который нивелирует все социальные, в том числе и национальные различия. Курс, нацеленный на выведение из сферы образования национальных языков, на максимальное сокращение национальных школ и так далее. В этих условиях он призывал, что в каждой осетинской семье, в каждом осетинском доме на стене должен висеть плакат с надписью «Ам Ирон Аузурунс». Но когда это используют сейчас в качестве аргумента того, чтобы обосновывать, что вот и Василий Иванович Абаев считал, что главное – это семья, что главное – это в семье сохранять осетинский язык и никаких проблем не будет, я с этим не согласен. Василий Иванович Абаев понимал, что главное – это национальное образование. Главный инструмент сохранения и развития языка – это формирование системы национального образования. И если он и прибегал к таким лозунгам, которые бы мотивировали осетинские семьи к использованию дома, в домашних условиях осетинского языка, то это происходило только в тот период, когда он не мог предлагать более действенные механизмы, которые были бы нереалистичны в данную эпоху, в данный период развития истории. То есть в настоящее время созданы новые инструменты, новые возможности вот сейчас для сохранения развития языка. Идет развитие той системы, о которой он и мечтал, о системе, и которую он совершенно обоснованно считал наиболее эффективной для гарантирования успеха в деле сохранения осетинского языка. То есть идет постепенное формирование системы национального образования. Да, мы эту систему сегодня называем полилингвальной, для того, чтобы отличать ее от той монолингвальной системы, которая практиковалась в первой половине XX века, осетиноязычной, и от той моноязычной, русскоязычной, которая практиковалась во второй половине XX века. Полилингвальная образовательная система, мы надеемся, что эта система себя оправдает, и она даст импульс к тому, чтобы осетинский язык в этих новых поколениях, посредством этих новых поколений наших детей, которые будут воспитываться в этих Аланской гимназии, в других подобных школах, будут выходить на ниву жизни и будут в своих социальных областях, в которых они будут заниматься, будут развивать осетинский язык и расширять зону жизни осетинской национальной культуры. Спасибо. Борис Рожденович, я у вас хотел бы спросить, а нужно ли предпринимать какие-либо меры в направлении популяризации творчества Василия Ивановича Абаева, на ваш взгляд? Значит, вот к сказанному Тамиру Анатольевичу я бы еще хотел добавить, что слова, которые широко комментируют относительно, что Абаев призывал только дома учить язык, в семье, это неправильно. Я был свидетелем, когда он первый раз сказал эти слова. Все это происходило в Союзе писателей, в кабинете, значит, Тимиряева Давида, который в то время был председателем Союза писателей. Он его пригласил. Он читал лекции в университете и в научно-исследовательском институте, и Тимиряев был большим поклонником Абаева. Он пригласил, чтобы он пообщался с писателями. И там возник такой вопрос, что у 70% осетинских писателей дети не говорят по-осетински и не читают произведения своих родителей. И Василий Иванович, чтобы не обидеть писателей, он не называл фамилий, имен, у кого дети не говорят, он не мог опустить такого состояния. И он аккуратно сказал, что язык надо обязательно учить. И родители в этом должны принимать активное участие. Они должны знать, в каком положении находится его ребенок в школе, в детском садике и так далее, и так далее. Но из контекста была вырвана эта фраза. Почему? Потому что чиновники от образования. Это было выгодно. Вот Абаев сказал, и учите в семье, в школе не надо учить. И оттуда и было порождено вот это добровольное изучение, которое нанесло столько. Теперь насчет популяризации.
Вот мы, я и Тамерлан, и Алан, мы знаем его работы, мы еще застали то время, и нам есть что сказать, от чего отталкиваться и так далее, и так далее. Но новое поколение, кому сейчас 20 лет, кто является студентом, он, как я, не слушал Абаева там в университете, в Союзе писателей и так далее, и так далее. Он его живым никогда не видел. Работы большие, трудные не читает. Поэтому необходимо, значит, закончить издание его трудов. Как известно, вышли 2 тома. Это вот от Тамерлана Таймуразовича тоже многое зависит. Надо издать его 5-томник. 5-томник составлен самим Абаевым. Он лежит в научно-исследовательском институте, как и его весь архив. Поэтому он сам своими руками сделал. Я даже видел, когда привезли этот 5-томник. Из них 2 тома издал Гусалов Виталий Михайлович, 3 тома остались. Надо их издать. Это первый момент. Вот этот 5-томник, он будет, ваше желание какое, чтобы это было доступно именно ученым в первую очередь или широким общественным кругом? Когда вот этот 5-томник будет издан, это будет огромное событие в абаеведении. К ним будут пользоваться и студенты, и аспиранты, и так далее, и так далее. Но на основе этого можно будет издать другой учебник, такой популярный. Вот, например, та часть его работ, которая посвящена остинским писателям. Они написаны очень мягким, красивым литературным Это уже для широких языком. общественных кругов, да? Да, это для учеников. Вот, например, его статьи о Георгии Малеве, Кустахе Тагурове, Секагадьеве и других писателей, да, вот это надо издать отдельным сборником. Вот, например, для научных сотрудников из всех работ Василия Ивановича Академия наук издала в 2010 году сборник. Он называется «Памятники науки». Издает его Российская академия наук. И там вышло основные работы, то есть избранные работы Абаева отдельной книгой. И вот кто не занимается специально Абаевым, может вот этой книгой пользоваться. Но остиноведческие работы, я имею в виду литературоведческого и фольклорного характера, надо издать отдельной книгой, исходя из этого собрания сочинений. Это одна часть работы. Вторая часть работы, значит, будет согласована со всеми заинтересованными сторонами. Надо издать его работы. Вернее, работы о нем. Вот сейчас Битарова Зоя, профессор Юго-Остинского университета, готовит 3-томник избранных трудов об Абаеве. Я более чем уверен, что, видимо, туда войдут не все работы. Вот, например, наша газета объявила год юбилея ВАСО на нашей странице Растинада годом Абаева. И мы публикуем работы. Я хочу, пользуясь моментом, выразить большую благодарность сотрудникам института, научно-исследовательского института нашего, социально-гуманитарных исследований, что они прислали 15 статей, самые такие научные. У нас 10 писателей работают в газете, и мы их переводим на остинский язык. Уже увидели свет десятки работ Бесоловой, Нафи Джусойта. Нафи не успел, но сестра принесла, мы его издали. Людвига Чебирова. Сейчас подготовлены статьи недавно ушедшего Гутнова, Цорьева и других, Цокаевой. И мы потом хотим издать их на остинском языке. Это будет где-то 20 печатных листов, около 30 с чем-то статей. И если вот эту книгу войдут учителя остинского языка и литературы, это им облегчит работу, потому что одно дело Абаева переводит, они сами, другое, когда этим занимаются профессионалы. И каждый должен вот так задуматься над тем, чтобы наследие и его имя пропагандировались самым широким способом. Мне кажется, что вот то, что вы сказали, у Абаева были хорошие идеи насчет гимназии. Он еще тогда, в 80-е годы, говорили, что надо создавать гимназии. И, слава богу, у нас такая гимназия создана. Я зашел как-то... Аланская гимназия имеется в виду. Да, вот.
и девочки, ребята в астинских нарядах бегают, говорят на родном языке. Ну, просто сердце радуется. Но мне кажется, такие гимназии надо создать в каждом районном центре. Нужны локомотивы образования, среднего образования, которые бы за собой потянули все остальное. Вот в экономике же создают эти зоны, как называется, Алан? Опережающего развития. Да, вот почему они это делают. Ведь весь Китай, взять Шанхайский район и остальные провинции, не так же они развиты, как Шанхайский район экономический. Поэтому Промышленные здесь, центры. Да, в образовании тоже нужно создать такие центры. Может быть, не такие мощные, но для районного масштаба, мне кажется... Аналогичные. Аналогичные. Чтобы они потянули за себя. Чтобы сельские школы ходили в эту гимназию, к этим учителям. Не бывает времени каждый раз в город выезжать. Да и одна гимназия не сможет делиться опытом со всеми Могу порадовать районами. в этом смысле. Как раз сегодня обсуждался вопрос о создании в каждом районном центре аланских гимназий, начиная со следующего года. Это совещание было у главы республики. Я надеюсь, что оно будет иметь воплощение. Алан Ахсарович, а у вас я хотел спросить, вот какие можно предпринимать меры, на ваш взгляд, для того, чтобы как-то дополнительно популяризировать творчество Василия Ивановича Абаева? Безусловно, среди историков, в научных кругах об его творчестве известно, да, но, может быть, где-то это необходимо дополнительно популяризировать, вот как сказал Борис Рожденович, в школах, в средних школах? Конечно, естественно, это должно занимать свое достойное место и в системе образования, я думаю, начиная со школьного образования. Это должно иметь и достаточный выход информационный, вот, и работа телевидения, которая весьма влияет. Я думаю, что популяризация, я просто бы хотел еще, вернувшись, ответить, стоит ли вообще популяризировать. Василий Иванович Абаев, когда уже, да, пройдя большой путь жизни, как-то ему задали вопрос, что остается от человека, как его оценивать. И он тогда сказал, что от человека остаются две вещи. Первое – это память тех, кто лично его знал. И второе – это то, что он сделал для своего народа. Вот ответ на вопрос, стоит ли популяризировать человека, который столько сделал для своего народа. Причем сделал это, мы говорили об этом, на высочайшем научном международном уровне. Нет, здесь... Тут вопроса нет. И поэтому популяризация, которая должна быть, она должна быть точно так же многоуровневой. Возможно, наши дети должны входить сознанием этого имени и с тем, что он сделал, и в дальнейшем должны, конечно, расширять это знание. И тогда будет и ваш следующий вопрос задавали, будут ли те продолжатели, будут делать, будут, даже исходя из этой популяризации. Это на самом деле в нашей стране вечно этот вопрос обучения патриотизму. Я думаю, вот это и есть истинное обучение патриотизму, и вот через такие личности. Вот через такие достижения, которые, ну, вы знаете, есть такое определение, ценность культуры любого народа. Это по ее вкладу в мировую культуру. Вот Василий Иванович, это его работы, это астинский язык, это фольклор, тоже нартовский эпос, это то, он был один из тех, который представил это мировой культуре. Вот этот уровень, надо его популяризировать. Конечно. Здесь, может быть, вопрос надо было поставить немножко в другом плане. Как до будущих поколений довести сделанное Абаевым? Вот, например, его отношение к книге. Сегодня книги читают мало. Поэтому каждая уважающаяся библиотека должна заниматься этим. Устраивать, ну, сейчас тяжелое положение с пандемией, но эти времена, надеюсь, пройдут, и в каждой библиотеке должно быть какая-то группа или человек, который бы этим занимался, чтобы они пропагандировали книгу. Вот Тамерлану можно говорить о высоких материях Абаева, а вот школьнику надо говорить, что в библиотеке Абаева около 10 тысяч томов, что он любил книгу, поэтому стал таким великим. То есть о любви к книге надо с школьникам говорить. Со студентом уже требования надо повышать. Вот так, ступенчатый какой-то должен подход быть, чтобы каждый возраст понимал, что ему хотят сказать. И в этом плане я что хочу сказать. Вот Василий Иванович говорил часто он говорил крылатыми фразами.
Даже когда берешь его рецензии на книги, статьи, там почти готовые метафоры. Вот, например, он разбил одного балкарского псевдоученого, и рецензия называлась так: «Блеск и нищета золотого тиснения». Мы помним, откуда это название. То, что обыграл Абаев, да? Безусловно, да. Блеск и нищета куртизанок, правильно? Но будучи цивилизованным, воспитанным человеком, не сказали это прямо, но намек сделал. Блеск и нищета золотого тиснения. То есть книга вышла с золотым тиснением, а содержание никудышное. И вот таких фраз у него очень много. И вот эти фразы его, я имею в виду крылатые выражения, мудрые мысли, должны висеть в каждой школе, особенно в кабинете астинского языка. Ну, там в основном Коста, классиков цитирует, но там рядом где-то должны быть крылатые выражения Абаева. Спасибо. У нас время, к сожалению, уже подошло к концу. Я бы тоже подвел определенные итоги. Действительно, 120 лет – это большой праздник, юбилей, да, и большой праздник для всех жителей республики, и для нас в том числе, да. Я поздравляю вас и всех жителей с этой датой. И действительно очень важно, что в эту дату наши органы государственной власти, они постарались, и будет установлен памятник Василию Ивановичу Абаеву у нас в республике, в городе. Но, тем не менее, как мне кажется, работу нужно продолжать. В этом смысле я соглашусь с вами, Борис Рождинович, в том смысле, что действительно можно издавать, можно и нужно, на мой взгляд, переиздавать исследования, труды Василия Ивановича Абаева, в том числе, которые будут рассчитаны не только на научное сообщество студентов, аспирантов, но и для широких общественных кругов, в том числе и для школьников. Как мне кажется, это внесет большой вклад в развитие и культуры, и языка. Я вот лично убедился в том, что действительно дело Василия Ивановича, оно живет, и оно продолжается, в том числе в той работе, которую проводит у нас и вы, Тамерлан Таймуразович, проводите большую работу в направлении вот развития нашего языка. И если это будет продолжаться, как мне кажется, мы выйдем на хороший результат. Спасибо вам большое, спасибо за вашу позицию, за участие в программе. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания.